мы вынуждены провести сегодня здесь акцию протеста у посольства Киргизии, потому что действия, которые совершают отдельные лица на территории Киргизии против русских, русского языка и, соответственно, против России, это переполняет чашу терпения. Идут сборы дзюдоистов, и русского мальчика 2 недели там чуть ли не пытают, издеваются, потому что он русский православный и не знает Корана. А почему это происходит? За 30 лет в Киргизии построено 3000 мечетей. Это старается Саудовская Аравия. Она старается. 3000 мечетей – это не 3000 школ и не 3000 больниц или вузов. Поэтому после того, как большевики незаконно разрушили наше государство, в эти среднеазиатские регионы бросились все. И Китай, и Пакистан, и Саудовская Аравия, и Турция, и многие-многие другие. Полакомиться, пограбить, что-то отобрать. Все было хорошо во время царской России. Но при установлении советской власти написали новые учебники истории, советские. И там написали, что царская Россия, тюрьма народов, эксплуатировала все эти вот, жителей Средней Азии, грабила. И они же все учились на этом, читали. Тогда к кому ненависть возрастала? К русским. Они же советскую власть принесли в Среднюю Азию. Теперь коммунисты ушли. Теперь демократы пришли. Они снова переписали учебники. Теперь написали, что советская власть грабила, эксплуатировала. То есть второй раз ненависть к кому? К русским. Виноватых нужно выявлять всегда. Виноваты КПСС, большевики. Там было все в порядке. Я сам оттуда родом. У меня родственники жили и в Алмате, и в Бишкеке, и в Дюшанбе. Но вот нарушили порядок. Русских крепких хозяев, крестьян, кулаков в Сибирь, оставилась голыдьба, рвань. Будет авторитет производить на местных жителей? Когда купцы русские, промышленники русские, преподаватели, учителя, полиция, это впечатление производилось. А когда их всех сослали в Сибирь, а там оставили рвань, пьянь, конечно, авторитет упал. А местных начальников не смогли переубедить стать коммунистами-большевиками. И говорит, давай, черт с ними, пусть партбилет возьмет и управляет, как при царе управлял. Вот и все. То есть сделали ситуацию, когда при любом обострении обстановки растут антирусские настроения. Виноваты большевики, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин и нынешние продолжатели этого дела Зюганов и Миронов. Вот это нужно делать. Поэтому, если был бы порядок в стране, сегодня обе партии должны быть отстранены от выборов за то, что из-за них дымит Украина и скоро задымит вся Средняя Азия. Кто виноват? Вот они. Первый президент Киргизии Акаев где? В Москве сидит. Бакиев, второй президент. В Минске сидит. Значит, третий президент, там Роза какая-то была женщина, может быть, в Бишкеке. Потом Атамбаев, потом вот последний, как его фамилия, Джапаров. Жили мы спокойно. Алмата, столица Казахстана. Я там родился. Хрущев пришел к власти. На Западе его критикуют, но у тебя там в республиках везде русские, значит, как бы дискриминация национальных кадров. Этот дурачок с Украины к нам приехал, решил по Западу доказать, что он проводит кадровую политику в интересах национальных меньшинств. И русских стали убирать со всех руководящих постов. Не принимать в вузы,
не давать квартиры. И постепенно русские стали уезжать. В Казахстане их было большинство, в том числе и наша большая семья. В Киргизии их было много. Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. Хрущев дурак начал эту политику. Брежнев пьяница продолжил. И Горбачев с Ельциным ни черта не соображали. Они уже занялись перестройкой. Поэтому был цветущий край. Они, местные жители, они кочевники, киргизы, казахи. Или земледельцы, узбеки, таджики, туркмены пополам. Они жили в степях, в пустыне, в горах. А русские строили города на равнине. Вот мой город, город Верный. Это русские построили. Я в нем родился в 46 году. В Монахов какого числа? 25 апреля. Вот молодец. С детского сада все должны знать. С детского сада. Вот. Значит, русских было большинство. У нас в классе 2 казаха были. Они были рады. Все местные народы с удовольствием изучали русский язык. Потому что из Казахстана он едет в Туркмению. Но по-русски все знают его. А если будет каждый на своем языке, они запутаются. Не было проблем. Но они же, большевики, решили провести новую национальную политику. И средневековые народы, кочевые, поднять до космической нации. Подняли и сами опустились. То есть отдали все богатства национальным регионам в масштабе СССР и полпланеты кормили. Америка, богатейшее в мире государство, никому доллара не дает. Даст доллар, 2 возьмет. А эти, так сказать, люди безголовые, бесшабашные, все богатства царя бросили, чтобы поддержать страну. Они же незаконно власть захватили, кормить нечем, голод. А потом все, что зарабатывал советский народ, тоже шло за рубеж. И там Киргизия, Казахстан, все эти республики построили города европейские, асфальт, метро. Вот метро есть в Ташкенте, в Баку. А что нету в Челябинске, Красноярске? Уж большевики сидели в Москве и все туда. Где самолеты? Ташкентский авиационный завод, Ил-86. Где? Где самолеты? Тбилисский авиационный завод. Где? Где автомобили? Кутаисский автозавод. Они ничего не могут. Только русские инженеры могут это делать. Как русские стали уезжать, все заводы остановились, все у них рухнуло. Кумыс у них есть. Вот в Кобыле молоко. Целебный, хороший кумыс. Производите его больше. И будем его использовать в пищу. Мясо могут много они производить. Овцы, коровы, лошади, больше всего овечки. Шкуры, соответственно. И много-много фруктов. И бахчевые. Дыни в Узбекистане великолепные. И арбузы, виноград. Мы все это покупали. А у них не было дерева и металла. Мы им это продавали. Тихо жили народы Средней Азии в окружении русских, великой русской культуры, и все знали русский язык. И хотели говорить и думать по-русски, потому что на их языке не развита литература, словарей почти нету, науки нет почти. Все сделали русские. И вот благодарность за то, что мы их 200 лет подняли из Средневековья до европейского уровня, 30 лет назад еще раз большевики совершают ошибку. Сперва разрушили царскую Россию, теперь Советский Союз. И опять русские то гонят в Среднюю Азию, поднимать ее, то оттуда местные нацмены гонят русских. Это издевательство над великим русским народом. А на Украине вообще, говорят, нет таких русских. А в Латвии там или в Эстонии не граждане русские. Это все последствия антирусской межнациональной политики. Ленин, главарь, бандит, он это все организовал. Сталин продолжил, и за ними Хрущев, Брежнев и все остальные. Поэтому мы не можем терпеть это. Мы будем требовать сокращать
использование рабочей силы из Киргизии. Одному русскому дали по морде, 10 тысяч киргизов на родину. Останутся без работы, без денег. Вот и все, пусть сами думают. Бросил калькулятор в лицо русской девушки, что она русская и по-русски ему отвечает. Еще 10 тысяч работу в России не получат. И деньги какие-то, технологии могут дать китайцы, американцы, но рабочие места они не могут дать. И Киргизия погибнет от голода, погибнет, так сказать, без промышленности. Там уже 7 президентов сменилось, там никакой демократии нет. Поэтому здесь мы будем требовать от нашего правительства жесткой линии. Вы смотрите, в Казахстане не происходит то, в Таджикистане не происходит, в Туркмении, в Узбекистане, а вот именно в Киргизии. Поэтому это небольшая республика, навести порядок, заменить нашего посла, посмотреть, какие еще ошибки. Там у нас военная база есть, Манас, я там был. Сейчас, когда беда идет с востока, Афганистан, опять они очень ласковые. Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Но русская армия придет, защитит. Их же сомнут. 24 часа ничего не останется ни от таджикской армии, ни от туркменской, ни от узбекской. Ибо талибы воюют 30 лет с самым современным оружием. Они все знают, все умеют. Они ворвутся в Среднюю Азию. И там прольется море крови. И мы не должны помогать ни в чем. Если будет погибать Средняя Азия, а их правительство в эмиграции будут находиться в России, как Янукович, и обратятся к нам за помощью снова, как и 200 лет назад, взять под русские знамена эту территорию, мы будем думать, надо ли нам это делать. Что там днем они граждане, а ночью они басмачи, будут стрелять по русским. Поэтому только жесткая линия и никакой помощи никогда и никому. А когда русской девушке в лицо бросают калькулятором, это что? И уже подкупили, у нее уже нет претензий никаких. Вот что делают. Русского парня издевались 2 недели, уже нет претензий, подкупили, дали деньги, чтобы не было шума. Они же боятся, они всегда всего боялись. И русская Россия была для них спасением.